Всем привет с солнечной Эжвы. Здесь мы строим дом отдыха. Здесь у нас дом, здесь у нас большая просторная терраса с крыльцом, а там у нас уютная банька. И это все единое строение. Давайте пройдем, покажу более подробно. Мы поднимаемся и попадаем на просторную террасу. Здесь есть гостиная, обратите внимание, и здесь просторная большая такая терраса. Выходим, как Николай Басков, да, здесь можно ходить, ну и кайфовать природой, своим садом. Класс, по-моему, да, сад будет, природа есть. Сразу есть выход на вторую часть участка, уже на проезжую. Здесь зашли, захотели в дом, захотели сразу в баню. Предбанник, помывочная часть и парная. Пока единая зона 6×4, потом она уже будет делиться на функциональные зоны. Внутри брус мы строгаем, то есть уже подготовили уже под отделку, чтобы не надо было вкладываться в отделочные материалы. Шлифанули, уже весьма красиво. Обращу внимание, что при сборке мы тоже сначала чертим, а потом пилим. Применяем, это даже здесь видно, черта карандаша. Как все аккуратненько пропил. И джут применяем межвинцовый утеплитель, уплотнитель 6-8 мм, прошитый. И обязательно нагелим. То есть каждый брус мы связываем с предыдущим брусом деревянными нагелями. Вот отсюда можете посмотреть. Он забит. Идет максимально герметичная стыковка элементов. Смотрите. То есть никакого продувания нету. Ну и так все узловые элементы, все стыковки четко под карандашик, нагеля. Даже если присмотритесь, реально очень аккуратная работа. Хотя это ручная работа. Это работа грубой бензопилой, да, вот так жесткая работа. Но как аккуратно она была сделана. И давайте пройдем уже в дом. Большие панорамные окна. Обратите внимание, дом в стиле барнхаус. Высокие потолки. Есть 3-метровые потолки. Воздушно. Красиво. Стены также мы строгали, они строганные. Брус применялся сухой. Мы сушили брус в сушильной камере. Уже привезли его сухим. Сделали острожку, прострогали и все. То есть в ближайшее время клиент сможет уже эксплуатировать дом балки. Потолочные половые тоже сухие применили. То есть реально можно сразу ставить окна, двери, утеплять фанеру, отделку и жить. Здесь тоже будут сделаны перегородки под санузел, под котельное помещение, и будет небольшая спальня. Наверху тоже несколько спаленок, там 2 спальни. Все также красиво, надежно, добротно. А если всмотреться о добротности и надежности, здесь мощные половые балки 100×200. Они не прогибаются на длину пролета. В 4,5 метров, то есть с запасом. И здесь еще будет сделано утепление в 20 сантиметров. Ноги будут в тепле. Часто вы видели, что люди ходят и пол играет, пол прогибается. У нас такого нету. У нас вот таких прогибаний нет. И по второму этажу то же самое. И где пойдет еще лестничная площадка, это видно. Мы сделали специально усиленную балку из бруса уже 150×200, то есть повышенной прочности, если заметите. Вот этот там мощный брус, да, этот еще мощнее. Потому что сюда уже врезаются мелкие половые балки, и здесь пойдет лестница. То есть она такая слегка несущая. Слегка, потому что она держит только половое перекрытие. Все четко. Также можете посмотреть общий обзор, та же красота. Тоже все аккуратненько, красиво. Так возводятся стены. Пару технических элементов. Видите, я как строитель хочу на это обратить внимание. Красота красотой, но важно еще, как строится дом. Здесь тоже обратите внимание. Видите, следы от карандаша видны. То есть для меня это небольшой показатель. То есть сначала чертим, потом пилим. И вот здесь все следы от карандашика. Дополнительно все угловые соединения еще связаны строительной скобой. И есть, так как здесь пиломатериал абсолютно сухой, здесь идет усадочные болты, узлы силы. То есть такие крепежные металлические элементы с пружиной.
Вместо деревянных нагелей здесь идут узлы силы. Вот фотография. Стыковка внутренней стены с наружней. Тоже полуласточка, все под карандашик, все очень аккуратно. Буквально месяц, и дом построен. Очень быстро. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом уже в вашей мечты, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Давайте вместе мечту превратим в реальность. Встречаемся на консультации. Пока-пока.